Исследование древних памятников, отдельные находки и артефакты периода палеолита, этническое происхождение кубанцев и другие не менее интересные темы за отчетный период были исследованы отделом древней истории и археологии научно-исследовательского института. Заведующий отделом Руслан Затьята подчеркнул, что несмотря на некоторые трудности, связанные с проведением раскопок, археологами проделана большая работа. Отдел археологии и древней истории Южной Осетии призван исследовать памятники древности от палеолита до Средневековья включительно. А выводом из этих работ найти достойное применение в воссоздании истории края. У отдела этнологии не менее интересные и актуальные темы исследования. В 2024 году была проведена колоссальная работа над изучением таких тем, как ритуальный поминальный стол осетин, этнокультурное взаимодействие осетин-балкарцев и карачаевцев, символика надмогильных сооружений и так далее. Заведующий отделом Роберт Кулумбеков в рамках работы над докторской диссертацией изучил генезис пахотных орудий горной и равнинной частей Осетии. Как итог, мы выяснили, подтвердили взаимосвязь пахотных орудий скифов и осетин горной части. Например, известно многим из вас пахотное орудие дзебер или дзевер почти идентично пахотному орудию скифов, которое изображено на монете II века Боспорского царства. Это в рамках скифского сообщества. Научные работы, диссертации, монографии, изучение исследования осетинского языка – один из самых приоритетных, поэтому работы у отдела было немало. از کارتم بکوتونی و دنیا ولیو مستی دسمینه ما دسمین فرازیالاگیزم سوس نو مثلا خیشان چینیگه خیشان چین گفتم یدک سر راختون امولیم تو در راختون چینه زمیدک گفتلش کتجاک فرازیالاگیزم تینم. Интересная работа была проведена заведующим отделом социально-экономических исследований Вячеславом Джабиевым. Он перевел экономические термины на осетинский язык. Занимался подготовкой русско-осетинского и осетино-русского словаря экономических терминов. Эта идея у меня возникла относительно недавно, потому что приходилось давать интервью, например, МИА «Спутник», а также нашему местному телевидению на осетинском языке. И обнаружилось, что, оказывается, терминология экономическая не так сильно у нас разработана. И требуются работы, например, я искал в словарях те или иные термины. Все завершить за один год не получилось, потому что оказался очень большой объем необходимой работы, это сбор словарей, в том числе и аналогичных словарей на других языках. И согласно этому уже необходимо было строить структуру самого словаря. Помимо исследовательской работы, сотрудники научного института в 2024 году принимали активное участие во всероссийских и международных научных конференциях. Выпустили десятки книг и монографий. Были организованы мероприятия, направленные на привлечение молодежи к научной сфере. Стелла Бязарова, Аида Кочиева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.